Если мы ходим периодически в храм, то мы должны отрешиться, простить, мысленно обратиться к Богу, стать добрее. И вот этот процесс, который мы повторяем регулярно, он настраивает нашу душу на любовь, нравственность, на правильное отношение к жизни. Так же, как и гитара. Играешь на гитаре, ее нужно периодически настраивать. А можно сказать, ну, мне нравится гитара, у меня хорошая гитара, и я считаю, что ее настраивать не надо. Ну и что, сыграть не можете. Поэтому ритуалы, в принципе, я считаю, они важны, потому что когда человек говорит, я просто верю в Бога, мне не нужны никакие ни ритуалы, ни церковь, я просто верю. Ну, могут быть проблемы. Если человек говорит, зачем мне молиться, я верю в Бога. Зачем мне ходить в храм, я верю в Бога. Теоретически, да. Если человек достигает уровня какого-то, не знаю, сверхвысокого, что ему не нужно, он непрерывно идет к Богу и только этим и живет. Может быть, ему не нужен храм. Но если мы вспомним, то Христос удалялся в пустыню, молился. И, значит, наверное, ритуалы и для Христа были в определенной степени важны. Поэтому, я думаю, нельзя ритуалы ставить во главу всего, но и нельзя их игнорировать, мотивируя тем, что я верю в Бога. Ритуалы нам помогают. Вот как многие вещи в жизни помогают нам наладить нормальную жизнь, так и ритуал помогает нам наладить нормальную духовную жизнь. И поэтому при правильном отношении к ритуалу, я думаю, что от него можно получить только пользу. Можно ли изменить церковь, например, походу на гору или в ту же пустыню? Что? Можно ли изменить поход в церковь, поход помолиться на горе, или помолиться в пустыне, или просто уединиться в каком-то месте и заняться молитвой? Можно, но дело в том, что мы каждый раз в пустыню-то не будем удаляться или на гору подниматься, возможности нет. Потом это разовое мероприятие. Когда мы приходим в церковь, где энергетика соответственная, где верующие собираются, нам легче, потому что идет общее единое поле, то, что называется эгрегор, и нам это помогает.